начинаю разбирать новую палатку. Купил специально для рыбалки зимней. Двухместную. Оказывается, там 6 человек влезает вполне. Целый дом у тебя-то. Жугадан. Все, дом готов. Ё-моё. Бухальная хата. Ну все, сейчас сюда зайдем втроем, четвером. Будет нормально, да? Ну что, друзья, мы обосновались в палатке. У каждого свой личный уголок. Персональный, у Андрюхи там уголок. У меня тут свой уголок. Короче, втроем вмещаемся, никому не мешаем. Главное, чтобы еще поймать. Давай, оставайтесь с нами, смотрите, что мы поймаем. Ну ни хрена, давай, показывай рыбу свою. Оп! Рыба моей мечты. Рыба моей мечты. Да, платила. Андрюха уже 2 штуки поймал. Одного ельца, одну красноглазку. Да, Андрюха? Молодец. По чуть-чуть дергает. Могет. Мы сидим у нас. На мотыля ничего не дергает. Тут у нас тоже ничего не дергает пока. Люди вон переместились половина туда. Сейчас, если что, не будут клевать, тоже туда пойдем. Андрюха по тихой воде дает стрекача. Да, Андрюха? Не торопясь? Не торопясь. На камере смотрели нормально. Рыба стоит, но не активная. Рыбу приманиваем циклокарпивом. Это Майбир Лагер. Это пшеничная. Пшенично-белая, да? Рыба приходит. Разливуха? Рыба тоже любит пиво, походу. Походу дела, да. Особенно. Такой. Накормили уже тут по полной программе. Сами еще не. Красавчик! Покажи нам класс, как это делается. Все. Вот давай уже. Где там? Вот это поворот, вот это форс-мажор. Ну что, друзья, короче, рыба так слабенько ловится, пока пацаны ищут. Зашел в лес посмотреть пихтовые веники. Для пацанов соберу и для себя в баньку попариться. Сейчас увидите. Ну что, вот и все, собрали, в принципе. Столько хватит на 2 веника. И здесь это для Андрея, а я для себя собрал. Все.
Будем париться потом. Запах от них, конечно, бомбический. В прошлом видео я говорил и показывал. Ну что, все, пойдем дальше рыбачить. Посмотрим. Андрюха там искал рыбу. Нашел, нет, интересно. В палатке. В палатке, кстати, тепло. Снег идет, валит таким сугробами, хлопьями. И мы на камеру смотрели, рыба есть, но что-то неактивная. А потом, может, расклюется до обеда. Давайте оставайтесь, будем смотреть, рыбачить дальше. У Андрюхи рыба из-под попы выбегает. Короче, я ловлю вот такую рыбу. Покажу с палец. Смотрите, какой палец. Вот такой валик. Вот такая рыба мне ловится. Андрюха поймал вот такого мельчика. Прикормил он своими пивасиком, там еще чем-нибудь. Все. В итоге, короче, в пакете у нас вот вообще ни о чем. Да? На улице снег идет. Палатки снега нет. Палатки снега нет у нас. Что-то вон там вдалеке скучковались люди. Одного окуня надо нашли. Нормально. О, Андрюхи там. Ты что-то клюешь? О, давай. Да, ну и мелкая, да? Эхо. Мелочь такая, блин. Страшное дело. Сюда надо приезжать ближе к весне, да. Елец тогда здесь ловится прям чумано. Капитально. А сейчас что? Вот такая мелочь ловится. Это вообще ни о чем, блин. Ох, во моя нога. Какая маленькая рыбка. Вообще ужас. Все. О, Андрюха опять вытащил плотвичку мелкую. Пойдет? Из всей рыбы. О, Андрюха опять поймал. Ельца вот такого. Красавчик. Ну, после маленьких это красавчик. Да. Вообще здорово. Пока погулял, он посмотрел в камеру, говорит, много. Вон, чуть-чуть накидал. Но это мелочь, можно сказать. Приятно. Мелочь, да, хотя мелочь приятно. Но на не улице. как там, блин. Да. Камерой посмотрел, Андрюха говорит, что рыба моря стоит. Плохо есть. Но плохо ест. Да, он вообще не ест, по ходу дела. Неактивная рыба. Нет активности, да, Андрюха? Вот так клюет, да? По тихой гости. Говорит, что море там рыбы. Ценная. Ну, начинается. Он стоит, плавает еще. Вон сколько есть здесь. Что, все до дна? До дна дошел уже, да? Это все. О, трава такая. Вон сколько есть. Ну да, да. Вон. Ох, сколько их тут плавает, оказывается. Ё-моё. Да, бля. Прикормка карпива. Короче, рыба есть. Ну, Надо только уметь ловить, блядь. Вон, блядь, сколько плавает я. Это неактивная она, да? угу. Он еле двигается. Ё-моё. Все, понял.
Поймал необычную рыбу. Смотрите. Смотри, какие глаза у нее, да? Нормальные. А отсюда, смотрите. Китаец. Глаз какой. Китайская рыба, видишь? Чё за мутант такой, блядь? Вообще труба. Не разбитый. О, видите, какой кошачий глаз. Лазер. Вот такой. А здесь такой. Ё-моё, что за мутант? Страшно кушать ее. Кошакам. Оп. Пусть кошаки кушают. У нас обед. Андрюха проголодался. Я тоже. Короче, после этой пойманной рыбы-мутанта что-то есть захотелось. Вон Андрюха все собрал уже. Такие маленькие кусочки яйца. Все. Обедаем. Будем ловить дальше. Будем ловить дальше, да. Тоже чай попьем. Покушаем. И дальше рыбачить будем. Я как понял, надо нам родиться в Якутии или на Камчатке, чтобы ловить рыбу. А не вот это позорище! Понятно, не? У нас только, наверное, по ходу дела это и ловится. Больше ничего. Все. Ждать надо 2 часа. 2 Да. часа будет клевать. Или вчера клевало, может, или завтра. Но не сегодня. Но не сегодня. Не, 2 часа. Я просто знаю, почему нас не клюет. Потому что давление очень высокое, или очень низкое, или луна полная, а может и не полная, да? Из-за этого клюет вот такая мелочь. Ай, блин, вообще труба. Так, Поле тут вообще ничего не клюет, да? Вообще, говорит, рыбы, наверное, нету. Что как-то так. О, Андрюха поймал, ну-ка. Где там? Елец. Микроелец. О, начался клев. Жара пошла. Да? Таких мы отпускаем. Таких, да, мы отпускаем. Давай. Давай, Бабушку да. с дедушкой Давай, зови. давай. Таких мы отпускаем, да. А мы не отпускаем. Мы сегодня будем кошек кормить. Таких мы отпускаем. Сзади заначка. Что за сегодня не клёвье полное, без клёвье. Ё-моё. Так, вышли мы с палатки. Что-то только Андрюхи там одному ловится. Коля он тоже стоит, сидит, то есть. Что-то все поднимает. Вода, кстати, вон как поднялась. Да, видите? Вон как вода поднялась. Все сырое. Людей уже никого нету, все ушли. Все, Виль полностью пустой. Терпения у людей не хватило, кроме нас. Мы рыбачим, ждем 2 часов. Да? Да. По приметам Андрюхи 2 часа ловится. Ловиться, то есть будет рыба опять. Вон Коля как ловит. 2 удочками. Поймал сейчас вон такое растение. Вот его первый улов с этой лунки. Вот так и рыбачит. Да, Коля? Да. Рыбы нет, а мы его ловим. Да. Рыбы нет, а мы его ловим. Да. Ну все, друзья, сегодня будем заканчивать нашу рыбалку. Поймали мы рыбку чуть-чуть на пожарку и для кошки. Но сами видели, рыба ловится очень маленькая и неохотно получается. Как тут сказали, давление у нас опять не ловится сегодня, ловится завтра или послезавтра. Но не сегодня точно. Ну все, всем пока. Сейчас будем разбирать палатку. Сейчас увидите. Так. Андрюха решил разобрать полностью один свою палатку.
Короче, палатка трехслойная, бронебойная. Это фирмы Стек Куб. Да, кстати, это непродуваемая, тепло внутри. Если троем, вполне можно уместиться. Да, Андрюха? Да, спокойно можно втроем здесь сидеть. Если маленькую буржуечку поставить, так вообще будет жара. Можно с ночевкой оставаться даже. Вот она вот такая. Видите? Оп. Как-то так. Ну все, сейчас посмотрим, как он разберет ее. Говорит, что легко разбирается. Посмотрим, насколько правда. Легко или нелегко. Ну, вот такая палаточка. Каркасная. Купленная с интернета, Андрюха говорит. Прямо у производителя. Стоимость 6000 рублей. Смотрите, как разбирается спокойно. Без проблем. Опа. Как парашют. Все, да? Ну вот так. Всё. Так, покажу, что я поймал. Я поймал вот такую кильку. Все. Вот такие дела. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и до свидания.